Доброе утро, дорогая Якутия! Как всегда, в 7 утра на телеканале Якутия-24 я приветствую вас и, конечно же, желаю вам прекраснейшего настроения. Поскорее просыпаемся, потеплее одеваемся и вперед в добрый рабочий день. Ну а всем учащимся мы, конечно же, желаем успехов в учебе. А также мы пламенный привет передаем всем нашим филиалам. Действительно, нас смотрит вся республика, и я думаю, «Утро Якутии» — это одна из самых лучших программ. Ну вот, скромность – это мой конек, да? Но, дорогие друзья, хотелось бы, как всегда, по доброй нашей такой, знаете, примете рассказать о том, что же будет у нас впереди в течение ближайшего часа. В общем, сегодня у нас, конечно же, будут интересные гости. Придут молодые девушки, которые расскажут нам о волонтерском движении. Вот чем они занимаются, где, узнаем обязательно сегодня. Также мы сегодня поговорим о том, как развивается туризм в нашей республике и где можно провести с пользой, а главное, знаете, с таким восхищенным чувством свои новогодние праздники. Действительно, несмотря на то, что у нас лютые холода ожидаются, можно будет очень интересно провести свои новогодние праздники на свежем воздухе. Ну и, конечно, как всегда, мы поговорим о братьях наших меньших. Это будут очень интересные сюжеты. Ну и полезные советы также будут сегодня для вас. Наши коллеги из новостного отдела, как всегда, готовы рассказать нам о самых последних новостях. Ну а начну я, как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 22 градуса. В Заречной группе 18-34 градуса ниже 0. В южных районах 6-13 со знаком минус. В Вилюйской группе 4-10, в Нижнеленских 16-18 градусов мороза. В западных 4-7 со знаком минус. В Колыман-Дигирской группе Лусов 16-37. Ниже 0, в Янских до минус 12. На северо-западе ожидается до минус 19 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 19 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 15 градусов. Я предлагаю сейчас, дорогие друзья, проснуться, потому что будет очень интересный материал. На улице, как я уже сказала, сегодня будет минус 19. Это достаточно так, ну, я бы сказала, холодно, наверное, но мы еще не достигли максимальных температур. Но, в принципе, на улице свежо. Ну, а нам, жителям Якутии, такая погода, мне кажется, в удовольствие. Ведь мы так устроены, что даже в самые лютые холода употребляем в пищу свежемороженую рыбу и мясо. А как устоять перед строганинкой и индигиркой? От следующего видео у вас точно потекут слюнки. Меня зовут Ярик, а моего брата зовут Роман. И он родился в Иркутске. И там очень холодно. В Иркутске едят рыбу свежую и замерзлую. Мы будем готовить индигирку. Для этого нам нужна рыба. Еще нужен папин якутский нос. Круто! Мама порезала рыбу. Дальше нам понадобится масло, лимонный сок, лук, соль, перец. Приятного аппетита! Это были наши юные телезрители. Я думаю, это милое видео сейчас доставило массу удовольствия именно нам, зрителю. Ну а если вы захотите также попасть в эфир программы «Утро Якутии», может быть, вы хотите отправить свое видео своих детишек, полезные советы, возможно, у вас есть какое-то знаковое событие, о котором вы хотите рассказать. Ну или, допустим, среди вас есть очень такие интересные, уникальные личности, тогда отправляйте смело нам свои фото и
видеоматериалы на почту, которую вы видите прямо сейчас на экране. Мы ждем, и, возможно, именно вы станете нашим коллегой, станете мобильным репортером. Ну а мы движемся далее и передаем слово моим коллегам из информационной службы. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. В городе Покровске детей участников СВО обучают управлять дронами. Бесплатное профессиональное обучение проводится на базе колледжа цифровых технологий «Айтын» в рамках проекта «Свои» и при поддержке гранта главы республики. В течение месяца школьники под чутким руководством преподавателя колледжа практикуются в управлении дроном, а по окончании должны пройти итоговый тест, чтобы получить свою первую рабочую профессию – оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом. К обучению допускаются школьники от 16 лет и являющиеся членом семьи участника спецоперации. У нас занятия начались с конца октября. Проходят у нас они по будням, по 1,5 часа в день. Получается, у нас в основном программа состоит из практической части, да, то есть у нас идет полет часов. Пока погода позволяла, дети у нас летали на улице. Сейчас, к сожалению, погода по определенным причинам не позволяет, поэтому мы летаем в закрытых пространствах, помещениях. Эта специальность им позволит не только управлять дронами, как сейчас они управляют, да, они также смогут управлять и другими видами дронов, вертолетного типа, мультироторного типа, гибридного типа, даже самолетного типа. На скотобойне Табалах Амгинского района завершается массовый забой крупного рогатого скота и лошадей. На сегодняшний день кооператив переработал 600 голов, 300 голов из которых было принято от крестьянских хозяйств и производственных кооперативов. Остальная часть была оказана в качестве услуги личных подсобных хозяйств. За сезон на забой привлечено 25 человек. В этом году на скотобойне в качестве эксперимента забито 52 головы от кормочной базы генофондного казенного предприятия Республики Якутский скот. Отмечается, что вся эта продукция будет выставлена на ежегодной выставке продажи ИДГ, которая пройдет 18 ноября в селе Амга. Мы забили 600 голов, из них 300 нам сдали, 300 на услугу. Всего у нас работает около 25-24 человек в среднем. Нынче тоже мясо хорошее, но готовимся к празднику ИДГ. Напомним, 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут летом на своей исторической родине в Якутске. К этому событию идет масштабная подготовка. Планируют задействовать 16 спортивных объектов, в 11 из которых ведутся ремонтные работы. Также к играм строят многофункциональные спортивные залы в Сайсарском округе и скалодром на базе спорткомплекса Дохсун. В данное время привлекают сборные команды к участию в предстоящих играх. Кроме этого, спортсмены уже готовятся к соревнованиям. Всего в программу входят 24 вида спорта. Традиционно в кампусе Северо-Восточного федерального университета будет организована спортивная деревня, где будут размещены участники игр, волонтеры и судьи. Что касаемо культурной программы, сейчас ведется активная работа по церемонии открытия и закрытия. Также будет открыт культурный парк на Комсомольской площади, где тоже будет очень многого, где раскроются традиции не только нашей республики Саха-Якутия, но и стран-участниц. На календаре 15 ноября, среда. Сегодня по народной примете стоит загадать желание, и говорят, оно обязательно сбудется. А еще рекомендуется приобрести новую вещь в свой гардероб. Она вам прослужит долго. Давайте же еще узнаем, чем запомнился этот день в истории. На календаре 15 ноября. Сегодня отмечают Всероссийский день призывника, день создания подразделений по борьбе с организованной преступностью и день вторичной переработки. По народному календарю Акиндин и Пегасий. В этот день на Руси говорили: Акиндин разжигает авин, а Пегасий солнце гасит. Убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Этот день в истории.
В 1932 году в этот день в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии. В 1933 году, 15 ноября, в Москве началось регулярное движение троллейбусов. В 1934 году в СССР состоялась первая звуковая телепередача. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Так началось регулярное звуковое телевещание в России. В 1955 году в этот день состоялось торжественное открытие Ленинградского метрополитена. В 1971 году, 15 ноября, фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор – модель 4004. В 1996 году произошел террористический акт в городе Каспийске. В ночь с 15 на 16 ноября в дагестанском городе был взорван дом, в котором жили семьи российских пограничников. В результате теракта погибли 68 человек. В 2011 году, 15 ноября, на станции Нижний Бестях в Якутии уложено золотое звено железной дороги с участием президента страны. В этот день родились Александра Яблочкина, русская театральная актриса, педагог, народная артистка Советского Союза. Владимир Русанов, русский путешественник, полярный исследователь. Михаил Якушин, советский футболист, хоккеист, футбольный тренер. Игорь Стечкин, советский российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник. В 1941 году в Якутии в этот день родился Анатолий Гоголев, историк, этнолог и полиэтнограф. Именины сегодня у Константина. А я рада представить вам наших первых утренних гостей. Такие же ранние пташки, которые добрались в наш эфир с самого поселка Жатай. Это Сумкина Карина и Горбунова Елена, учащиеся 11 класса Жатайской СОЖ номер 1. Девушки ведут волонтерскую деятельность, они состоят в клубе «Фемида». Доброе утро. Доброе утро. Лена, Карина, добро пожаловать на утренний эфир. Наверное, вот волнуетесь, сидите прям как, знаете, на экзамене в школе. Я сразу вам говорю о том, что ничего, не переживайте, вас смотрит вся республика, да. А волонтерство – это, конечно, благое дело. Расскажите, кому и какую помощь и поддержку именно вы оказываете в клубе «Фемида». Ну, волонтерством мы занимаемся довольно давно. И одно из таких запоминательных моментов, что ли, когда мы ездили в Москву, мы привезли с собой гуманитарную помощь. И тем людям, которые участвовали в СВО и были в госпитале в Москве, мы передали эту помощь. Это такое самое яркое, да? Да, недавнее. Недавнее событие, да? А вообще, как вы попали в этот замечательный клуб, да? И с чего вдруг захотелось помогать людям? Ну, это, наверное, формируется внутри человека еще с детства. Помощь людям — это же благое дело. И когда ты активист, собственно, в школе, ты хочешь, нести свою радость и добро дальше. Не только в рамках школы. Вообще наш клуб очень много чем занимается. Ежегодно мы доставляем картошку, капусту ветеранам тыла. Да. Сами выкапываете? Да. Бывает? Иногда. Иногда, да, бывает, времени, наверное, не хватает, да? Но самое главное — доставить до адресата, да? А, девочки, я знаю, что к вам уже присоединилось несколько школ, да, такие школы, как... Мирнинская, Нюрбинская, Алекминская, да, Якутская и, собственно, Жатайская. Титаринская еще, да, если я не ошибаюсь, Вилюйская, да, Нерюнгридская, но у вас очень много. И это целое движение, правильно я понимаю, которое называется «Саха Волонтер Дети». Да, верно. И Фемида входит в этот состав, да? Да. А у вас есть какие-то общие мероприятия, вы куда-то, может, выезжаете, где вас там сотни человек? Бывает такое? Ну, чтобы сотни человек... Ну, нас довольно много, мы участвуем везде. А как можно стать членом вашей команды? Ну, нужно с самого начала проявлять активность. Самое главное, все зависит от желания. Если есть желание, то ты придешь к тому, о чем мечтаешь. А кто руководит вот такой большой командой вашей? Ну, именно нами, Жатайской СОЖ, получается, руководит Валентина Викторовна. А Фемида, клуб Фемида, Валентина Дангиновна. Вот вы сказали о том, что вам запомнилось, да, из последних дел, добрых дел, которые вы сделали, это вот передача гуманитарной помощи, да? А вот у вас что осталось в памяти?
Да, самое яркое событие это было вот именно поездка в Москву. Мы также писали письма, которые тоже были отправлены в госпиталь. И младшие классы писали, и средние, и старшие. И все вообще ежемесячно доставляются письма. Да. Это вам запоминается больше всего, да? Ну, это же очень приятно, наверное, читать. Приятно. Ну а вообще, девочки, а вот вы представители такого интересного движения, как волонтер. Каким должен быть волонтер, вот на ваш взгляд? Ну, у него должны быть добрые качества, он должен, как бы жить этим делом. Он должен хотеть помогать людям. Волонтер это же как позитив. Ты делишься своим позитивом, выражая ее помощью. Вот. Ну, это, наверное, главное. Это главное. А вот вы же ученица у нас 11 класса, верно? Да. А сложно ли совмещать вот такую дополнительную деятельность с основным учебным процессом? Иногда бывает сложно, но когда есть желание, ты не замечаешь этих сложностей. Ты просто заинтересован во всем процессе, и время просто летит. А вот все-таки мы часто задаем этот вопрос выпускникам школ. У вас впереди очень сложный выбор, вам нужно будет определиться со своей профессией. Вот уже улыбаются девочки, да? Кем хотите стать, девчонки? Я бы хотела быть адвокатом на самом деле. Вот. Поэтому моими предметами стали обществознание с историей. Вот. Я бы на аудитора хотела поступить. И для этого я сдаю предметы тоже общества и информатика. Здорово. Но у вас есть уникальный шанс сейчас, девочки, стать таким, во-первых, ярким примером, да, волонтерского движения в нашей республике, а также можете передать привет своим одноклассникам, родителям, ну и, конечно, призвать молодежь, вот такую же активную, как и вы, участвовать в волонтерском движении. Да, вот еще бы хотела сказать, что Житай, мы плетем сети, там, получается, плетут зачастую студенты, люди пенсионного возраста и работающие, у которых есть пару часов свободного времени. Еще у нас организованы именно 3 точки, куда народ может сходиться, в удобные части поселка, и в свободное время заниматься этим благим делом. Так. Уже было отправлено более 100 сетей на фронт. Это такая весомая цифра, наверное. Да, огромный вклад. И вот поэтому мы хотим призвать людей, чтобы тоже помогали в этом деле, и чтобы сетей уходило еще больше. Да, и в общем, и писем больше, и всего больше. Ведь сейчас поддержка как никогда нужна людям. Спасибо, девочки. Но вот скажите, у вас преподаватели тоже такие активные, как вы, да? Вы откуда берете такой пример? Или взяли пример с родителей? Классный руководитель Мария Александровна, очень активный человек. Да. То есть вы, глядя на нее, да, вот последовали ее примеру, да? Да, наша активность в основном от Марии Александровны нам передалась еще с 5 класса. Здорово. Мы передаем пламенный привет вашему учителю. Ну и действительно, зачастую так и бывает, когда именно преподаватель становится примером для подражания. Но и сейчас, девочки, я предлагаю вам посмотреть следующий сюжет, как раз-таки про учителя. В Косово учитель физкультуры воплотил свою мечту в реальность. Он открыл большой приют для бездомных собак. Для этого заручился поддержкой международных благотворительных организаций. 5000 квадратных метров занимает этот приют для собак в деревне Бакши, недалеко от Приштины в Косово. Открыл его учитель физкультуры Люльзим Пренко. Мужчина любит животных и не может равнодушно пройти мимо уличной собаки, каждую подбирает. Раньше у него был небольшой приют рядом с домом. Там постоянно держал примерно 40 питомцев. Десяткам нашел новых владельцев, но все время мечтал о большом приюте, поэтому пошел оббивать пороги международных организаций по защите животных. От них и получил помощь. В новом убежище живет 400 собак разных пород, от миниатюрных пекинесов до огромных доберманов. Мы забираем собак с улиц. Тех, кто нуждается в лечении, показываем ветеринару. В большинстве случаев оставляем собак в приюте, потом вакцинируем и стерилизуем. Приют разделен на 9 секторов. Собаки распределены по размерам. Ухаживать за ними помогают 4 работников и волонтеры. Поступающих собак мы проверяем, смотрим, все ли с ними в порядке, есть ли проблемы, нужно ли лечение. Потом их моем. Также выводим собак на прогулку. Им надо гулять, играть и так далее.
Каждый месяц приют тратит на корм для собак от 6 тысяч до 8 тысяч евро. Еще больше уходит на вакцинирование и медицинское обслуживание. Деньги жертвуют благотворительные организации из Швеции, Германии и США. Владелец приюта ищет новых хозяев спасенным собакам. Прежде чем отдать, беседует с людьми и расспрашивает, как они планируют заботиться о питомце. Пристроил уже 150 животных. Их забрали в Германию, Австрию и Швецию. Желающих взять собаку из приюта становится все больше. Тем временем в социальных сетях распространилась новость о том, что в частном зоопарке Якутска неравнодушные жители подобрали и привезли полярную сову. Ветеринары зоопарка тут же определили, что птица больна и нуждается в скорой помощи. Наша съемочная группа поинтересовалась, сколько таких животных и птиц спасают за год работники зоопарка и какова их судьба. Подробнее в материале наших коллег. Еврашка по кличке Ева с этого лета случайно стала постояльцем контактного зоопарка. Ее сбила машина, люди проезжали мимо, подобрали ее, привезли нам. Мы обратились к ветеринарным специалистам, показали ее, оперировали, и теперь она у нас живет. К сожалению, у нее нет верхних зубов, поэтому да. Стачивают они, грубо говоря, в дикой природе об кору, зерна, но так как у нее нет такой возможности, она питается у нас кашами, и периодически ей приходится подрезать зубки. И таких подобранных людьми животных здесь хватает. Как рассказывает инструктор, за год к ним приносят порядка 10-15 животных и птиц. Сегодня у них здесь на передержке заяц-беляк, коршуны, чайка, вороны и другие. Часть из них все же потом остается навсегда, так как увечья, которые они получили при жизни в дикой среде, не даст им возможности вернуться обратно. Если, допустим, животное полностью здорово, у него нет каких деформаций в конечностях, или же уклон здоровья, повреждений нервной системы и так далее, то да, мы выпускаем их на волю, так как чаще всего, допустим, взрослых хищных птиц очень сложно адаптировать к невольному содержанию, если они всю оставшуюся жизнь жили на природе. В случае других, да, тоже выпускаем, потому что они уже не привыкнут к человеку, это по факту. По словам специалистов, подбирать животных стоит не всех. Иногда животные и птицы оставляют своих детенышей в одиночку специально. Это смотря какой сезон. То есть, допустим, летом и весной чаще всего это детеныши лежат в беспомощном состоянии на улице. Бывает то, что они уже оперившиеся, но, допустим, птицы, они еще не умеют летать. Они просто выпадают из гнезд, а родители где-то рядом ходят. В случае с другими животными это стоит смотреть по ситуации. Если это мелкий грызун, лучше посмотреть, если это зайчик. Мама может быть где-то рядом. Зайчихи достаточно часто оставляют своих детенышей и свой выводок где-то на сутки одних, чтобы не привлекать опасность собственным запахом и присутствием. Чаще всего они их прячут просто-напросто. И бывает, дети, они все такие, они непоседливые, они куда-то надо вылезти, что-то посмотреть, что-то узнать. Вот. А если вы все же подобрали дикое животное или птицу, то стоит обратить внимание на следующее. Иногда такая встреча может для вас обернуться проблемами для вашего здоровья. Любое животное в беспомощном состоянии также может быть больным. Зачастую это инфекции, вирусные заболевания, которыми они подвержены в дикой природе. В таких случаях лучше взять их в перчатках или в чем-то таком, грубо говоря, одноразовом, для того, чтобы не подвергать себя опасности и своих животных, допустим, если они дома живут. Спокойно, если, допустим, это белочка в парке, она может передать вам бешенство, потому что она не привита от этого. Они являются и переносчиками этого заболевания. Тот же самый стригущий лишай, то есть тоже при прикосновении может передаться человеку. Поэтому не каждое животное сразу попадает в зоопарки. Их в первую очередь проверяют ветеринары на различные заболевания. И только потом решают их дальнейшую судьбу. Что касается полярной совы, которую люди отдали зоопарку, она была больна и, к сожалению, не смогла прийти в себя и вскоре умерла. И этому причиной, возможно, стало позднее обращение к ветеринарам. Поэтому, если вы нашли беспомощное животное или птицу, в первую очередь следует позвонить специалистам, а не пытаться спасать его самому. Аэлита Стручкова, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.
Так здорово, когда мы, люди, можем помогать хоть немножко братьям нашим меньшим. И вот истории, когда человек помогает животным, конечно, это истории такие, которые трогают душу, да, но иногда истории случаются и обратные. Так, например, животные помогают нам, людям. Наш коллега Руслан Ачиров в рамках проекта «Испытано на себе» побывал в конном центре с психологическим уклоном. Команда занимается развитием, популяризацией конного спорта в республике. Иппотерапия, а также адаптивная верховая езда является приоритетом конного центра. Ведь именно лошади могут лечить тело и душу. И это не просто слова, это оценочное суждение, это истина. Сегодня я попробую узнать и испытать на себе все вот эти вот моменты, которые связаны с уходом за лошадьми. Ну и, конечно же, обязательно попробуем научиться садиться на лошадей верхом. Ну а в этом нам поможет Андрей Полежаев, находится он вот здесь. Андрей, приветствую. Это руководитель конного центра «Мустанг». Приветствую, Руслан. Ну, Андрей, давай, наверное, начнем со знакомства. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про вашу конюшню. Наша конюшня работает примерно с 2011 года, как именно по реабилитации детей организация это около 3 лет. Мы сделали специальный фонд для помощи детей-инвалидов. Самый важный инструмент в нашей работе – это, конечно же, лошадь. В первую очередь мы заботимся о ней перед каждой тренировкой, независимо это спортивная тренировка или тренировка адаптивной верховой езды. В первую очередь мы всегда начинаем с чистки лошади. Это некоторое знакомство, изучение поверхности кожи на нарушение и проверка суставов. Ну и плюс лошадка также обязательно должна познакомиться с всадником, прочувствовать его настроение, как бы некий такой контакт. То есть я правильно понимаю, что это та лошадка, на которой я буду сегодня? Абсолютно верно. Его зовут Абсент. Абсент? Да. Приятно познакомиться. Это тяжеловоз, очень спокойный конь, выезжен. У нас на нем занимаются детишки от 3 лет и до 93. У меня опыт вообще как бы такой очень небольшой в этом деле. Я так вспомню навскидку, наверное, 2 раза был верхом. И всегда это был такой размеренный шаг. Но Андрей меня сегодня как бы немного насторожил тем, что сказал, что мы сегодня даже попробуем рысью. Конечно. Как-то сложновато. Локти главное собрать. Упираемся, не стараемся подниматься на стременах, упираемся коленями плотно, да. И за счет этого рычага выталкиваем таз вперед и наверх. Слушайте, вот что значит инструктор, да, техника. Короче, Абсент может 1,20 м, да, перепрыгнуть? Легко. В этом году были соревнования, участвовали практически все клубы республики. Конечно, то, что редко происходит, маленько уровень не тот, но видно, что ребята серьезно готовятся. И лошадей хорошо подготавливают. Также в этом году мы провели первые соревнования среди детей УВЗ. То есть у нас вот аутизм, ДЦП. Вот такие детишки у нас тренировались самостоятельно, ездили на лошади, их оценивало жюри. Тоже мы взяли 1-е, 2-е, 3-е место. Здорово.
Ну что, друзья, вот такой вот сегодня был у нас выпуск, очень интересный. Андрею большое спасибо. И, во-первых, еще хотелось бы его поблагодарить за то дело, которое он делает. Это ипотерапия, помогает детям с ДЦП, детям с ограниченными возможностями по здоровью. Ну и, конечно, желаем Андрею удачи, успехов. Большое спасибо. Да, чтобы коняшки все Большое было хорошо. спасибо. Так, а у меня еще 2 морковки осталось. Я сейчас... Ух ты, что себе прямо... Так, держи. О, молодец. Абсент. Сегодня 15 ноября, Всемирный день вторичной переработки. Давайте перенесемся в Швецию, где на данный момент работает первое в мире предприятие с автоматической сортировкой текстильных отходов. Эта инновация поможет эффективнее перерабатывать вторсырье. Подробности в материале наших коллег. Каждый год в Евросоюзе выбрасывают почти 6 миллионов тонн текстиля. Это 11 килограммов на человека. Многие вещи можно использовать как вторсырье, но тут начинаются сложности. В переработку годится не все, а значит, отходы надо сортировать. При таких объемах это слишком трудная задача. Найти выход смогли в Швеции. На перерабатывающем заводе в Мальме работает первая в мире установка, которая автоматически сортирует текстиль. Машина равномерно распределяет отходы по конвейерным лентам. После этого вещи попадают под ближнее инфракрасное излучение и проходят спектроскопический анализ. Такой же метод используют для сортировки пластика. Инфракрасные лучи просвечивают ткань, и тут же машина определяет состав волокна. Затем сжатый воздух сдувает вещь на нужную ленту. После сортировки текстиль упаковывают в тюки и отправляют в переработку. Умная машина может распознавать 3 типа ткани одновременно. За год здесь сортируют 24 тысячи тонн текстиля. Это почти треть того, что за такой период выбрасывают в Швеции. Это первое такое предприятие, но совершенно точно не последнее. Европе понадобится намного больше заводов с автоматизированной сортировкой. В Европе текстильные отходы в основном сжигают или отправляют на свалку. Ранее страны ЕС договорились запретить уничтожение непроданных текстильных товаров. Также, по мнению экспертов, надо отказаться от так называемой быстрой моды. Часто переработку текстиля приравнивают к экономике замкнутого цикла. Но для этого нужны качественный текстиль, качественная продукция, которую можно неоднократно перерабатывать, чего мы не делаем. Сейчас мы перерабатываем текстиль очень низкого качества и превращаем его в новую низкокачественную ткань, а это бессмысленно. Специалисты также говорят, что смешанные ткани пока не годятся для переработки. Обычно в качестве вторсырья используют хлопок, лен, шерсть и полиэстер. Шведский завод А задумались ли вы, какие места и вещи в вашей квартире самые грязные? В этом списке нет унитаза, зато есть другой привычный вам предмет из ванной. У каждой хозяйки свое понимание о чистоте. Для одних самое грязное место в доме – это прихожая, для других – ванна и туалет. В любом случае, каждое из этих мест должно подвергаться тщательной уборке и дезинфекции. Но есть и другие вещи в доме, которые таят в себе скрытую угрозу. Итак, поехали. Наш топ самых грязных предметов в доме. Раковина на кухне, губка и разделочные доски. Теплая вода и остатки пищи – это рассадник для бактерий. Грязь в водостоке и влажность являются питательной средой для микроорганизмов. Это самые комфортные условия их обитания и размножения. Здесь необходимо проводить тщательную уборку ежедневно, дезинфицировать раковину, подвергать обработке разделочные доски, особенно предназначенные для мяса и рыбы, раз в неделю менять губку для посуды. Второе. Ключи. Вещь, которую мы носим с собой постоянно. Роняем на пол в подъезде, берем грязными руками после автобуса и других проходимых мест. Носим в не очень чистых карманах и крайне редко подвергаем обработке. На ключах копятся бактерии, которые могут вызвать кишечные инфекции и расстройства. Подвергайте их обработке и дезинфицируйте антисептическими растворами. Это убьет микробы. Третье. Пульт от телевизора. Такая же история, как и с ключами, только на улицу мы с собой его не берем. На самом деле микробов на нем меньше, от этого не становится. Пульт – такая вещь, которую хватает липкими, жирными, грязными руками. Количество микроорганизмов на нем просто зашкаливает. Здесь с удобством расположились плесневые грибки и даже золотистый стафилококк. Ужас! Срочно подвергаем его санобработке.
И это всего лишь краткий список из самых грязных предметов в доме. Его можно продолжать до бесконечности. Так что содержайте свою квартиру в чистоте, а вещи в порядке. Ну а также, знаете, одним из таких очень хороших моментов профилактики различных заболеваний, да, является проветривание. Знали ли вы о том, что при проветривании в помещении, именно в холодную погоду, возникает, конечно же, опасность? Это простуда. Конечно, она случится только в том случае, если произойдет сквозняк. Как избежать заболевания и в то же время обеспечить приток свежего воздуха? Проветривать комнату необходимо. Обязательно это нужно делать, открывая окно полностью. Это препятствует образованию сквозняка. Длительность проветривания должна составлять 10-15 минут. Держать окно открытым нужно до тех пор, пока человек не почувствует, что дышать в помещении стало легче и при этом ему не холодно. На время проветривания лучше надеть теплые вещи. Проветривать помещение рекомендуется 2-4 раза в день. И обязательно утром и перед сном. Если же в помещении находится больной, то частота проветривания увеличивается в 1,5-2 раза, а длительность уменьшается. Проветривание играет важную роль в профилактике вирусных заболеваний в осенний сезон. Оно снижает количество вирусов и бактерий в помещении, а также положительно влияет на работоспособность и снижает утомляемость. Профилактикой многих заболеваний и инфекций также служит и вакцинация. Современные родители боятся осложнений после прививок. А что на это скажет наш доктор? Доброе утро! Лучший способ защиты от инфекции – это профилактика, а самый эффективный способ профилактики инфекции – это вакцинация. Вакцины естественным образом заранее обучают иммунную систему ребенка тому, как быстро справиться с инфекцией. Суть вакцинации заключается в том, что ребенку прививается ослабленный или искусственно синтезированный аналогично настоящему агент с целью стимулировать выработку организма антител к нему. Путем выполнения необходимых иммунизаций в положенный срок вы сможете защитить его от многих инфекций в течение раннего детского возраста, таких как гепатит Б, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и другие очень серьезные инфекции. Вакцинация проводится в соответствии с национальным календарем прививок. Плановые прививки ставятся от массовых инфекций, которые протекают тяжело, имеют высокую вероятность неблагоприятных последствий или даже летального исхода. Кроме утвержденных в календаре прививок, вы можете отдельно поставить по желанию прививки от некоторых тяжелых инфекций – ветряной оспы, вируса папилломы человека, ротавирусной инфекции и других. Вопрос о том, как выполнять вакцинацию ребенку, вообще выполнять ли вакцинацию ребенку, в конечном счете решают его родители. Однако проведение вакцинации желательно, поскольку оно позволяет защитить ребенка от серьезных заболеваний, большинство из которых могут быть смертельными для него. Во всем мире в настоящее время вакцинируются миллионы детей. Именно поэтому наиболее серьезные болезни в настоящее время встречаются все реже. Будьте здоровы! Якутия – самый большой и самый холодный регион нашей страны. Именно здесь находится полюс холода северного полушария. Это район Земли с самой низкой зарегистрированной температурой, где постоянно проживают люди. С другой стороны, Якутия – это теплый, дружелюбный край, жители которого всегда рады встрече с гостями. Надо ли говорить, что туризм нашей республики с каждым годом развивается? Где и как можно провести незабываемый отдых в Якутии? Об этом мы поговорим с Аргланой Михайловой, девушкой, которая о туризме знает все. Лана, доброе утро. Доброе утро. Вот так мы решили сегодня представить вас, да? Расскажите немного о себе. Понятно, что к туризму вы имеете прямое отношение. Туризм – это мое хобби. На самом деле, конечно же, у меня есть основная работа. Как все люди, работаю постоянно, и только вот в выходные дни или во время отпуска мне удается куда-нибудь съездить. Очень люблю нашу республику, открываю ее каждый раз для себя, с новой стороны, поэтому каждый год езжу куда-нибудь по республике, это обязательно.
Да, но мы вот видим ваши сейчас фотографии. Это сплавы, это пешие походы, да? Это даже бывает очень многодневные, правильно, туры? Да. Максимальный сколько? Максимальный многодневный тур у меня был 36 дней. Это мы ходили по Момскому району. 36 дней? Да, пешком 36 дней. Это было, конечно, незабываемо, грандиозно. И столько красот мы увидели во время этого тура. И еще был поход, наверное, самый сложный. Это восхождение вот на гору Мусхая в 2019 году. Нас было 6 девушек. Ну и мужчины-инструкторы, поэтому было сложно. Мы пешком шли от трассы Колыма до вершины Мусхая и обратно. Это заняло где-то около 25 дней у нас. У меня просто дар речи пропал. 36 дней, 25 дней, да? Вот что вами движет? Вот мы видим сейчас ваши фотографии. Мне кажется, еще помимо того, что вы увлекаетесь туризмом, вы еще и увлекаетесь фотографией, потому что не каждый человек сможет вот 26 дней, пока ты ходишь по лесу, еще и фотографировать параллельно. Вот такие красивые моменты. Ну, просто когда ходишь по нашей природе, она у нас уникальна, очень красива, невозможно не фотографировать. Бывает так, что идешь, и каждый там шаг хочется сфотографировать. Вот кустик растет, цветочек, налить, там горы, пейзаж, солнце открылось. В общем, на каждом шагу какие-то открытия. Ну, во-первых, конечно же, движет это любовь к нашей природе. Да, во-вторых, это общение с единомышленниками, потому что туристы, они все люди открытые, позитивные. Очень много друзей я приобрела в туризме. Ну и еще, наверное, самое основное, это отдых душой от нашей будничной суеты. Отходишь, забываешь обо всем, потому что там нет связи, там ты и природа наедине. Вот очень интересно. Лана, если вам предложат путевка на моря или тур в 30 дней куда-нибудь на севера наши? Ну, скорее всего, тур, потому что я каждое лето выбираю вот именно... Глупый, да, вопрос? Хорошо. Вот, а что касаемо зимний период времени? Все-таки наши погодные условия, наш суровый климат диктует свои, да, такие интересные моменты. Здесь как вы себя развлекаете? Да, ну вот мы, туристы, мы занимаемся этим круглогодично. То есть и весной, и летом, и осенью, и зимой, конечно же, тоже в выходные выходим. Ну, вокруг, конечно, ночевать в палатках мы не будем, это экстремально, но в туры выходного дня, ПВД, так называемые, вокруг города, по сопкам, Кангаласский, Топогинский мыс. Выезжаем в соседние районы. Благо сейчас очень много турбаз, поэтому можно ночевать на базе, а днем ходить. Это Хангаласский, например, богатейший район, различные достопримечательности. Это и всем известные вот и Тукуланы, Бизанарий, стоянка древнего человека там же. Ну, это на той стороне. На этой стороне тоже очень много красот. Хрустальная гора, Бачик, ущелье, которое вот мы недавно открыли. И, кстати, каждый январь практически ездим туда. Да? Да, замерзшие водопады. Да, я видела их тоже, да, так в социальных сетях. А если говорить о топ самых, ну давайте 5 самых популярных туристических вот, локаций, которые, мне кажется, должен посетить каждый житель республики. Ну, конечно же, это Ленские столбы, наше наследие ЮНЕСКО. Многие туристы с других регионов едут именно вот, посмотреть наши Ленские столбы. Не менее красивые это Синские столбы. Ну, я ставлю их даже выше, чем Ленские, ну, потому что синяя, она, допустим, 10 дней сплав, и на протяжении 10 дней во время сплава за каждым изгибом речки ты видишь все новые и новые скалы, и они такие причудливые. Там и арки, и дворцы целые. В общем, то есть Синские столбы, на ваш взгляд, по красоте, поинтереснее? они по красоте, наверное, превосходят Ленские. Но Ленские, они более монументальные, величественные. Вот. Также я бы, наверное, отнесла к достопримечательностям таким, которые в топе. Это, конечно же, Аймекон, полюс холода, потому что я сама знаю очень многих туристов и не только из России, но и зарубежных, которые приезжают, у них цель, это такая Мекка, да, обязательно, вот из мировых достопримечательностей, вот они включают Аймекон в этот список, да, посетить обязательно. Вот. Также это Тукуланы наши. Не все, наверное, знают, что Тукуланы есть не только в Хангаласском улусе, вот, который самый близкий для нас, напротив Булгнихтаха, но еще и в бассейнах рек Вилюй, это Вилюйский район, Кобяйский район, еще в Жиганском есть.
Да, Тукуланы. Они намного больше по площади, но они просто труднее до них доехать, поэтому они не так посещаемы. Да, я, кстати, побывала на Вилюйских Тукуланах, там прям километры песка, просто пустыни. Да, Я сначала подумала, что такого быть не может, пока вот сама лично не увидела. Это не вот как наши Тукуланы, про которые вы говорите, да, узенькая такая тропинка, да, и все. Там прям километры. Едь, просто пески. Да, вот. И еще, наверное, одна из достопримечательностей, это, конечно же, наши кигеляхи, которые есть как на Верхоянском районе, но не менее красивые и заряжают энергией и аймиконские киселяхи. Я вот, к сожалению, на Верхоянских еще не была, это вот моя мечта. До них труднее добраться, да, практически только самолетом, да. А аймиконские туда вот можно и как бы на машине, и пешком подняться. Это ваш топ? Ну да, скорее всего так. А если говорить о вот таких новых открытиях, вот что сейчас открыли в сфере туризма, да, у нас в Якутии, места, о которых, допустим, многие не знали, но они сейчас стали доступны для нас? Ну, во-первых, к нам ближе стали горы, потому что, ну, видите, наверное, в социальных сетях очень много красивых фотографий, горные пейзажи. Это Тампонский район, речка Восточная Хандыга. Да, очень много по трассе Колыма, если ехать, горы. Если горы, то это значит и водопады. Там очень красивые речки горные и не менее живописные водопады. Ну и я бы еще отнесла к таким местам, это Амурский район, наверное, целиком, потому что вот я-то хожу по нему давно, уже с 15-го года, но мы там были вот, ну, 1-2 группы в год. А сейчас очень много групп появилось, включая приезжих туристов. Мома — это просто волшебная сказочная страна. Там есть все. Ну, начиная от горы Победы, самая высокая точка Якутии, Мраморная гора, наледь Улахан-Тарын, достигающая 21 километр, иногда летом не тает. Вот. И там же находится Бирюзовое озеро, озера, в которых водится мальма, это красная рыба, уникальная, которая, в принципе, должна в море водиться, но она водится вот в наших озерах. Очень интересно. Я думаю, сейчас многие наши телезрители уже достали свой планер на следующий год и под вашу, значит, диктовку. Итак, значит, Восточная Хандыга, Мома, да, и для себя уже поставили галочки. А почему бы и нет, да? И все-таки, если возвращаться к нашему зимнему периоду, где бы вы посоветовали, допустим, может быть, провести, ну, пускай новогодние, рождественские каникулы, ну или, к примеру, даже ближайшие выходные? Так, ну... Например, можно съездить, ну, в тот же вот недалеко Хангаласский улус. Там есть, например, около села Улаханан скалы, которые называются Чоопчар. Совершенно можно на машине доехать до села, и они находятся, ну, в 4-5 километров. Это, в принципе, несложно сходить прямо под селом. Мало такое известное место. И там же еще есть красивый водопад в районе Булгнехтаха. Тоже пешком можно вдоль реки Лена пройти. Там, где снимался фильм «Дагандерхан». Вот так. Один из эпизодов. Очень интересный факт. Я думаю, ну а почему бы нет, да? Всей семьей взяли термос, взяли стульчики, да, рюкзачок и пошли. Да. Посидели, отдохнули, сделали потрясающие фотографии, как у вас, сейчас очень тепло, и Лена сейчас вот как раз в момент застывания, она очень красивая. Красивая, да? Ну а скоро у нас в городе состоится фестиваль туризма, ежегодный фестиваль туризма, да? А что интересного вы готовите? Да. Вот интересно, что этот фестиваль — это общественное мероприятие, то есть сами туристы инициировали и проводят его вот уже где-то с 2014 года ежегодно. Конечно же, самое интересное — это то, что все там собираются, все туристическое сообщество, и рассказывают о тех походах, которые были в этом сезоне. Совершенно. Да, и там, конечно же, появляются интересные такие места, локации, о которых ты, может быть, и не знал. Вот в этом году заявлен, например, Усьмайский улус. Будет интересно посмотреть, куда сходили, что там увидели наши туристы. Вот. И также это будет анонс туров на следующий год. Уже можно готовить, так сказать, сани зимой, да? К лету. Вот. И у нас там в программе всегда есть фотосушка. Это, как вы говорили, каждый турист немножко фотограф. То есть лучшие фотографии выбираются и вывешиваются. И потом каждый
кому что понравилось в конце мероприятия, может себе забрать фотографию на память. Ладно, то есть это фестиваль только для людей, которые увлекаются туризмом, или простой обыватель может также прийти и попасть в это сообщество? Это фестиваль для всех. Для всех. Всех, кому интересна природа, рассказы о природе, что-то увидеть, узнать, запланировать. Да, приобрести фотографии, Да. если не был там, хотя бы на стену повесить, да, и вот мечтать об этом, да, Поэтому, визуализировать, так в сказать. принципе, мы всех приглашаем в это воскресенье в 2 часа. Мусхая. Мусхая. Ну и я думаю, дорогие друзья, действительно, наша Якутия уникальна, богата, да, интересными локациями, но если вы вдруг еще не отважились на такое мини-путешествие по нашей республике, то посетите замечательный фестиваль туризма, который пройдет в это воскресенье, и, возможно, именно для себя вы действительно на следующий год запланируете поездку, а может быть, даже и успеете этой зимой что-то повидать, да? Ну а опытные наши вот такие туристы, у которых богатейший уже, да, значит, багаж за плечами, помогут вам в выборе и, самое главное, расскажут, еще и покажут, где же у нас лучше всего можно отдохнуть. Ладно, спасибо вам большое, мы желаем вам успехов, но и ждем от вас еще новых покорений. Вершин. Да. Открывайте новые для нас какие-то красивые места, и я думаю, именно благодаря таким увлеченным людям, как вы, о нашей Якутии будут узнать все больше и больше людей. Спасибо. Ну а мы вновь передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Далее блок новостей. В Миноборнауки рассказали о размере стипендий президента для аспирантов. Так, новые стипендии президента для аспирантов составят 75 тысяч рублей. Такие стипендии – одно из поручений главы государства по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых. В конкурсе будут участвовать аспиранты и их научные руководители. Деньги будут получать аспиранты, а научный руководитель будет выступать своего рода гарантом, что исследователь завершит диссертационные исследования и защитится. 100 лучших учителей Якутии получили специальные премии по 100 тысяч рублей. В этом году в конкурсе участвовало около 400 педагогических работников. Отмечается, что это на треть больше, чем в прошлом году. Не только учителя школ, воспитатели детских садов приняли участие педагоги колледжей, техникумов и организаций дополнительного образования. Кроме того, в положении конкурса снизили требуемый стаж работы с 5 до 3 лет. Стимулирует педработников в этом году под эгидой Года педагога и наставника в России. Премия – это мне стимул в будущей работе. Это не только моя заслуга, это сплоченная работа моего коллектива. Это родителей моих и моих учеников. И они очень стремленно работают. Вот интересно. Радостно, что в республиканском конкурсе «Я инженер» мы заняли 1-е, 2-е и 3-е места. В будущем мы хотим уже в всероссийских и конкурсах участвовать. Жители одного из труднодоступных сел Усть-Алданского улуса показали активность в программе поддержки местных инициатив. На этот раз участвуют с проектом «Сквер к 80-летию Великой Победы в Отечественной войне». До этого 6 раз жители села Берие победили в данной программе. Отрадно, что все проекты воплотились в реальность. Например, благодаря программе 100% населения подключилось к центральному отоплению, появилась оптоволоконная линия связи, построена детская площадка и сквер. Программа поддержки местных инициатив привлекает якутян, ведь население само озвучивает проблемные вопросы и предлагает пути их решения. С 2017 года мы участвуем в программе ППМИ, уже 7-й год. Данная программа помогает именно наследям, таким как мы, небольшим наследям, у которых бюджет небольшой, и мы решаем насущные проблемы наследия. Социальная акция под названием «Предупреди пожар, установи АДПИ» является общереспубликанским челленджем, направленным на мотивацию жителей Республики Саха-Якутия на установку пожарного извещателя в жилом фонде. Инспекторы пожарной части номер 16 села Бердигистях Наталья Иванова и Сима Яковлев на днях установили автономный дымовой пожарный извещатель в доме участника СВО. За прошлый год 25 предприятий горного района помогли установить 80 аппаратов 76 семьям. За несколько лет в целях противопожарной безопасности в 558 домах установлены пожарные извещатели. Автономный дымовой пожарный извещатель, он очень прост
в обращении, в установке. Что от него только требуется? Его нужно установить повыше, значит, либо на потолке, либо в самой верхней стороне стены. При возгорании, если у нас дома большой дым, в основном это происходит ночью, когда люди спят. Есть случаи того, что вот этот прибор спас много жизней. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня. Вот так незаметно наш утренний эфир подошел к концу. Дорогие наши телезрители, мы, как всегда, призываем вас быть активными. Ну, конечно, во-первых, смотреть все наши эфиры в 7:00, ну а также отправлять ваше видео либо фото на нашу почту и присоединиться к нам и стать нашим мобильным репортером. Отправляйте, мы с удовольствием посмотрим ваш материал, оформим, если это надо. Ну а позже выдадим, соответственно, в прямой эфир. Ну а также позвольте мне напомнить, что сегодня температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 19 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 15 градусов. Ну а на этом я вам желаю, конечно же, доброго утра, прекрасного настроения. Увидимся уже завтра на телеканале Якутия 24. До новых встреч!